Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. С Новым годом вас! С новым счастьем, с новыми интересными известиями, хорошими известиями, с новыми благополучиями. Сегодня 4 января, решила немножко снимать ролик. Новостей у нас нет. Приехали после Нового года мой старший брат Зяки и Найля Жеңей. На второй день они уехали. Провожаю брата с женой. Пока. Пока. Счастливо доехать. Приехали 2-3 числа, вчера я их проводила. Купались в бане, поздравили. Я их поздравила, подарила им свои подушки, которых я для них специально заказала. Я вам рассказала, что им мои ивановские подушки очень понравились. Вот я им подарила, они уехали довольны. И подарок они мне тоже подарили. Детишкам много сладостей привезли, фрукты. Не знаю, когда съедят. Всего много. Да и сами мы покупали. Да и Дедушка Мороз нам много сладостей принес. Как все съедят дети, не знаю. Приехали Юля с Салаватом, тоже нас поздравили. Вчера проводили нашу маму, Марину, на работу. Также в одном влоге я вам показала растущий стул. Кириллу тоже захотелось такой же стульчик, и я ему заказала. Стульчик пришел, конечно, до Нового года, просто у меня не было времени снимать. Ну а сегодня хочу я вам показать, как обрадовался мой Кирюша. Вот теперь мой стульчик. Мамочка сдержала слово, его заказала. Я на него уже привык. Я очень обрадовался, теперь хочу сам собрать. А ты сможешь? Конечно, смогу. Молодец. Если не получится, то дядю Салавата позовем на помощь, да? Да. Пока у него выходные. Ну что, ты доволен? Да. Молодец. Тебе нравится стульчик, да? Да. Когда ты сидел на таком стульчике, что ты почувствовал? После этого стула мне уже на другом стульчике неудобно. Осанку держу хорошо. Угу, молодец. Ну как, а тебе Владик как? Владик сидит на стульчике, не хочет отдавать Кирюше. Как ты себя чувствуешь? Улыбаешься, а? Хорошо. Хорошо, да? Ну как, у тебя спинка теперь? Нормально? Да. Мне этот стул нравится. Нравится, да? Да. Ну, занимайся на здоровье. У моего Кирилла немножко искривление позвоночника. Я думаю, этот растущий стул нам поможет поправить свою осанку. Нам принес курьер. Как только заказали, через 7 дней пришел наш растущий стул. Мы довольны. Теперь у моих мальчиков хорошие растущие стулья. Я нисколько не пожалею, что я приобрела такой стульчик для своих мальчиков. Здесь можно уменьшить, увеличить. Надо будет и девочкам заказать, чтобы у них осанки были правильные. Надо заботиться о ребенке заранее, пока маленькие. Фабрика «Друг Кузя». Мы уже второй стульчик приобрели. Я сначала не знала, хороший ли стульчик или плохой ли стульчик. Убедилась, что стульчик действительно хороший, поможет исправить осанку моим внукам. Поэтому второй стульчик я тоже заказала для старшего внука. Кого интересует, я оставлю ссылку в описании. Я очень люблю чай пить. Я кофе больно не пью. Когда-то пила, но по состоянию здоровья мне пришлось отучиться от кофе. Пью, но очень редко. Салават с Юлей мне подарили на Новый год вот такой чай. Тут разные чаи в ассортименте. И подарили мне чайник. Вот такой красивый. И свисток есть. Мы уже несколько раз пили. Чайник хороший. У меня старому чайнику лет 10, наверное. Я свой чайник давно покупала. Уже
чайник старый. Вот они решили мне подарить такой чайник новый. С новым чайником, с Новым годом. Успели все вместе чай пить. Свисток есть, чтобы я не забыла выключить чайник свой. А то я свой чайник несколько раз сожгла, без свистка. Брат с женой тоже ко мне приехали не с пустыми руками. Они мне подарили вот таких красивых белых тарелок. Еще вот такой набор тарелок. Они мне сказали, выкидывай свои тарелки разноцветные, пользуйся только с белыми тарелками на здоровье. Вот такие еще тарелки, вот тоже в наборе. И они еще купили вот таких сереньких. Вот такие серенькие красивые тарелочки. Еще вот такие. Они говорят, мы долго искали, не знали тебе, что подарить на Новый год. Ни с чем тебя не удивить, у тебя все есть, слава Богу. И решили такие красивые тарелки подарить. Они знают, что я люблю посуду. Они у меня современные. Я бы своими тарелками разноцветными пользовалась, да, пользовалась бы. А теперь буду пользоваться с такими тарелками красивыми. Буду баловать своих детей, внуков разными вкусняшками. Я, конечно, подарков не ждала. Раз подарили, очень приятно. Спасибо всем. Много наготовили на Новый год. Лишнее все осталось. Что-то положили в морозильник, что-то курам отдала. Потому что салаты в морозильник не положишь. Да еще Юля принесла один салат. Все не съесть. Хотя были гости. Да стараемся все на Новый год все готовить, чтобы на столе все было. Все разное. Потому что ждем Нового года, и чтоб у нас в Новом году стол также ломился от разных блюд. Мы вот так верим. Вот такое чудо. Наверное, и вы также. У меня мальчики тоже ничего не хотят кушать. Всего объелись, сладости много кушали. Вот ей испортили аппетит. Они ничего не хотят. Ни суп, ни картошки, ни мяса, ни рыбу. Только пьют компот и чай. Вот так. Мы теперь постимся. Глядя на них, я тоже ничего не кушаю. Я решила пока им мощное не готовить. Пусть немножко отдохнут у них желудки. Будем пить кефир, кашу кушать, что-нибудь легкое. Если захотят что-то кушать еще, бульон у нас есть, пельмени есть, домашняя лапша есть. Можно быстренько заправить суп, можно покушать. Есть рассольник, есть борщ консервированный. Вы, наверное, тоже так же думаете, как я. У вас тоже, наверное, так же. Кушать не хотите, всего объелись, все жирное, майонезе, все жареное. Теперь у всех диета началась. Ну вот так. Спасибо всем большое, что вы мне пишете такие классные, красивые, добрые комментарии с такими отличными пожеланиями. Я стараюсь всем ответить, но почему-то не успеваю. Я вчера, как проводила гостей, целый день лежала, на сотовом ответила на комментарии и заснула. Видимо, я устала. Встала и на компьютере ответила. Дети 2 дня были у мамы. Мне немножко полегче было без них, но я очень скучала. Они тоже соскучились, они привыкли у меня. Я их отвезла 1 числа, 3 вечером привезла, когда провожали Марину на работу. Но, конечно, когда дети дома, когда они не учатся, немножко легковато, потому что постоянно надо смотреть, контролировать, они уроки делают, не делают, домашние задания все ли сделали, вещи надо тоже все постирать, выгладить, приготовить все.
Им надо все вот так показать и отдать. Вот это оденешь, вот твои вещи. Положили в портфель свои принадлежности, книжки, тетради, ручки. Всего вот это надо проверять каждый день. Да еще вторую обувь они с собой носят. В школе не разрешают оставлять. Хотя в классе учатся только они сами. Вот такие заботы. А сейчас встали, накормила я их. Они своими делами заняты, я своими делами. Можем фильмы смотреть, могут они сидеть на сотовом, на компьютере, что-то, игры какие-то играть. На улице прогуляются, а я занята своими делами. Да, я вам показала, как празднуют у нас в Башкирии, в Стерлибашевском районе. Да, администрация постаралась. Сельские жители и гости все довольны. Очень было красиво. Я еще вам не все показала, потому что дети захотели спать. На улице было очень тепло. Все так веселились, танцевали. Бабушки даже с клюшками танцевали. Такой праздник был классный. Я бы, конечно, смогла оставить детей с кем-то, но мне охота была им тоже показать праздник. Один раз в год можно не спать. Вы видели там Снегурочку, Дедушку Мороза, символа года. Так классно все приготовились. Какой салют я вам показала. Старалась администрация. Спасибо им за такой труд. У нас каждый год вот так. Еще вы не видели, как сельские жители выходят с гармошками, гитарами. Кто на балалайке играет. Раньше в молодости я тоже выходила так. Я всегда приготовила себе костюм Бабы-Яги, переодевалась и всех угощала. Да, были такие времена. Многие пишут, что у них все отменили, нельзя выходить, запрещают массовые гуляния. Конечно, очень жаль сидеть дома, лежать перед телевизором. Это не праздник. Праздник – это когда выходишь, куда-то идешь, веселишься, смотришь, как веселятся другие. Мне самой, конечно, очень праздник понравился, Новый год. Я довольна. Некоторые, наверное, работают без выходных круглый год, да только на Новый год отдыхают. Есть и такие. Желаю вам всего хорошего, самое главное здоровья, удачи, чтобы вам ваши выходные столько радости, сколько вы сами себе захотите. Ездила я, подругу поздравила, Флорочку. Она одна, дома сидит. Она одна встречает каждый год. Наверное, скучновато ей. Я ее пригласила к себе, но она отказалась. Я тоже не люблю из дома выходить, куда-то идти на Новый год. Она, наверное, в меня. Подарила я ей свой подарок. Она напекла нам с детьми большой тортик. Красота. Она торты печет очень вкусно и красиво. Дай Бог ей здоровья. Ну, на этом я свой маленький влог заканчиваю. Отдыхайте, наслаждайтесь. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всего вам доброго.